Свой рабочий визит в регион глава Кабмина Абылгазиев начал с инспекции приграничной инфраструктуры. В частности, премьер ознакомился с состоянием автодороги Аксай-Рават и с ходом строительства другого стратегического маршрута Аксай-Тамдык в Баткенском районе. Обе дороги при прокладке испытывают определенные трудности в связи с тем, что пролегают в приграничной зоне с Таджикистаном. Соседи периодически препятствуют монтажным работам. Последний инцидент произошел в начале марта. После урегулирования конфликта строительные работы вновь продолжились. Еще один стратегически важный объект – переправа при въезде в приграничное село Аксай. Мост обветшал. Премьер-министр поручил местным властям подготовить предложение о строительстве новой переправы. Иначе могут возникнуть трудности по обеспечению беспрепятственного транспортного сообщения центра с приграничными территориями. Глава Кабмина также проинспектировал состояние средней школы в селе Аксай. Увиденным остался крайне недоволен. Попросила профильные ведомства изыскать 10 миллионов сомов для ремонта спортзала, а также замены окон и дверей учебного заведения. Отсутствие воды и электричества, безопасность и создание новых рабочих мест стали главными темами встречи с жителями приграничных районов. В свою очередь Мухаммед Калый Абылгазиев отметил, что необходимые средства для проблемных соцобъектов будут найдены. При этом он подчеркнул, что приложит все усилия для сохранения мира в приграничных районах. Как мы знаем, главной проблемой является вопрос делимитации, демаркации государственной границы с соседним Таджикистаном. Да, это сложный вопрос, который требует совместных усилий представителей двух стран, требует очень взвешенного и конструктивного подхода. Силой этот вопрос не решить. На встрече с активом области, пользуясь случаем, премьер представил нового главу региона и объяснил, почему решил сменить полпреда. Баткенская область в силу географического положения и климатических условий является стратегическим регионом, в связи с чем перед руководством области ставятся особые задачи, справиться с которыми под силу только человеку с глубоким пониманием имеющихся проблем. Акрам Адумаров как раз такой человек. Он хорошо знает все чаяния региона, его специфику. Местные жители также подняли вопросы о трансформации земель, упрощении условий выдачи кредитов, строительства социальных и инфраструктурных объектов. Абылгазиев напомнил, что текущий год объявлен годом развития регионов и цифровизации и обещал эффективные решения по всем озвученным пунктам. Медарбек Мамбеталиев, Эльчебек Алштобаев. Новости Ош Перим.